спортивном комплексе «Триумф» города Якутска продолжаются схватки между борцами международного турнира Дмитрия Коркина. В эти минуты там находится наш корреспондент Александр Хавренко, и он на прямой связи с нами. Саша, приветствую. В каких весовых категориях выступают борцы и известны ли уже имена победителей сегодняшнего дня? Здравствуй, Кристина. Да, сегодня идут полуфинальные схватки в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 килограммов. И уже есть у нас первые финалисты. И что особенно радует, то что среди первых финалистов представители якутской школы борьбы. Это, конечно же, Ариан Тютрин, это Виктор Рассадин и Нюргун Скрябин. Они выйдут на ковер уже завтра, чтобы принять участие в финальных схватках. Причем Нюргун Скрябин, который выступает за сборную Беларуси, встретится с Виктором Рассадиным, который выступает за сборную России. И это будет такой белорусско-российский, но все-таки якутский финал. Будет очень зрелищный и будет за кого болеть. Сегодня трибуны центральные заполнены, и своими впечатлениями о первом дне полуфинальных схваток с нами поделится легендарный якутский спортсмен, борец вольного стиля, призер Олимпийских игр в Монреале Александр Николаевич Иванов. Александр Николаевич, добрый день. Расскажите, как вам сегодняшние схватки? После обеда особенно понравились схватки Ариана Тютрина, которую он оспаривал с бурятским спортсменом и выиграл. Но сложная борьба пошла, потому что они оба друг друга знают, как бы соседи, и почти каждый друг друга знает, поэтому сложно бороться в таких моментах. Поэтому борьба пошла не очень зрелищная, но главный результат. А вот Виктор Рассадин и Нюргун Скрябин, они показали действительно хорошую схватку. И при том их соперники были выше среднего уровня ребята. Поэтому их можно хвалить, потому что уже золотая и серебряная медаль уже заработали. Поэтому сегодняшний день сегодняшним днем можно поздравить наших зрителей, наших болельщиков и в общем, которые вот болеют за борьбу. Это сегодня действительно будет праздник. Так что 57 и 65 наши медали есть. Ну, хочется пожелать завтра, начинают 61 килограмм, и там наши ребята будут свою способность показывать. Александр Николаевич, а вот в противостоянии Скрябина и Рассадина вы за кого будете болеть? Как по патриотическим взглядам должен болеть за Рассадина, а Нюргун Скрябин-то за Беларусь, но тут дело не в этом, тут дело просто идет о школе борьбы республики. Это якутская школа борьбы, поэтому я болею за них, пусть победит сильнейший. Спасибо большое, Александр Николаевич. Схватки на коврах продолжаются, завтра нас ждут финалы, а также начнутся полуфиналы в остальных весовых категориях. Кто еще не в «Триумфе», обязательно приходите, поболейте, болеем за наших. Кристина? Саша, спасибо. На прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко.